Этот круглый стол собрал практически консилиум лучших врачей республики, профессора, доктора наук, инфекционисты, эпидемиологи, генетики, главврачи ведущих клиник. Были общественники, пригласили представителей антипрививочного движения. От них пропуск получили 4 человека. Все для того, чтобы дискуссия была максимально открытой. Была организована трансляция по видеоконференции для всех, у кого были вопросы по вакцине, к экспертам научного сообщества. По приглашению В зал смогли прорваться 2 активиста. Еще с десяток остались в коридоре. Прорвавшиеся фактически вытолкали из кресла заведующего кафедрой эпидемиологии Казанской медицинской академии. Мне сказали, что гостист. В растерянности известному ученому приходится искать другое кресло. Всем остальным светилам и организаторам от заявлений и вопросов активистов-антипрививочников приходилось просто хвататься за голову. Если взглянуть детальней на биографию возмутителей спокойствия, становится понятно почему. Италия. У меня в Италии несколько пациентов, и в том числе одна у меня в городе Бергамо. Она там заболела, и я все получала из первых рук. Я ее консультировала по телефону, она, слава богу, она понимала, что опасно обращаться в больницу. Познакомимся поближе. Гости из Санкт-Петербурга. В интернете мы находим женщину с очень похожим лицом и таким же именем в городе на Неве. Ветеринар. Специалист по мелким домашним животным. Любит рассказывать и обучать владельцев. Я представляю большую всероссийскую международную общественную организацию, в которую входят врачи, профессора, академики. Алина Лушавина, врач-невролог из Самары. По ее словам и многочисленным роликам в интернете она возглавляет некий совет независимой ассоциации врачей. Из открытых источников узнаем, несколько лет назад Лушавина баллотировалась в Самарскую губернскую думу от партии «Воля». Решением Верховного суда партия ликвидирована за экстремистскую деятельность в 2016 году. Основательница «Воли» Светлана Лада-Русь, тоже бывшая жительница Самары, известна тем, что предсказала нашествие рептилоидов с планеты Нибиру и тем, что остановила радиоактивное облако рукой. Вот ее посты и видео на эту тему. Сейчас она находится в федеральном розыске по обвинению в мошенничестве и причинении тяжкого вреда здоровью. Найти независимую ассоциацию врачей оказалось делом нелегким. Своего сайта нет, но соцсети пестрят масштабной деятельностью. На сайте некоего Общенародного союза Возрождения России находим несколько публикаций со словами «Наша независимая ассоциация врачей» и видим уже знакомую фамилию – Алина Лушавина. Как оказалось, она с коллегами уже брала штурмом российский Роспотребнадзор 30 декабря. На кадрах все те же лица, те, которые теперь приехали в Казань, чтобы выяснить последствия вакцинации для человека. Он не сможет заболеть. То есть это тот результат, ради которого и нацелена вся вакцинация. И вакцинация вообще, как мера профилактики, нацелена именно на этот результат. Это тот результат, который доказан временем. Это вы так сказали. Меня интересует научное, пожалуйста. Как ни пыталась казанская профессура и организаторы объяснить действие вакцины, призывая участников к порядку, диалога не получилось. Согласно нашему с вами сегодняшнему мероприятию в Общественной палате Республики Татарстан, где есть определенные требования к нашему с вами взаимодействию, то бишь уважение друг к другу, то бишь уважение к тем, кто выступает. Уважаемые коллеги, давайте начнем эту работу. Каждый из вас, каждый получит возможность выступить. Каждый. Не получилось и задать свои вопросы жителям Казани, пришедшим на круглый стол и в какой-то момент потребовавших вывести заезжих гостей из зала. Они никого не хотят слушать, они только свое кричат. Надо их просто вывести из зала. Коллеги, Ирек Мунирович, мы такие же специалисты. Круглый стол с учеными, с именами общероссийского масштаба и организованный для общественности республики оказался сорван. Довольными остались только громкие гастролеры. Позже пояснили, онлайн-трансляции с нескольких камер довольны, все, что нужно для их агиток, получено, разъезжаются по домам. Пока антипрививочные попытки штурма наблюдались только в Москве и в Казани, основные же бои за умы независимая ассоциация разворачивает в интернете. И я впервые о ней услышал на круглом столе, посвященном проблемам вакцинации населения от COVID-19. Поэтому я могу черпать информацию только из открытых источников, в частности, их страницы ВКонтакте, их информации на других сайтах. Так что мы с вами в одинаковом положении.
В новый закон о борьбе с фейками предложено внести поправку, обязывающую соцсети блокировать публикации с недостоверными сведениями о вакцинации, причем не только от COVID-19. С 1 февраля уже вступил в силу закон, обязывающий владельцев соцсетей находить и блокировать недостоверный и противоправный контент. Антивакцинальное лобби – это проекты, которые существуют во всех странах, и, как ни странно, активизация этих проектов осуществляется в так называемый предвыборный период, в электоральный период. Эта позиция антинаучна, она приводит к тому, что люди принимают неправильное решение. Нерешительность в области вакцинации является одной из главных угроз для человечества в будущем. В истории науки такого никогда не было. Весь год лучшие ученые мира работали практически только над одной проблемой – как остановить коронавирус. Гонка за создание вакцины, ее производство и распределение стала гонкой на выживание. Канада, например, официально заявила, что на каждого жителя будет закуплено 4 дозы, учитывая потери при транспортировке. В Европе из-за дефицита появился вакцинный туризм. Власти Испании заявили, что готовы развернуть прививочные пункты на крупнейших стадионах. Те же возможности рассматривают в США. Нам никуда не деться. Ковид, как грипп, он никуда не уйдет. Он будет с нами пожизненно. И нам надо будет всем вакцинироваться. Я подозреваю, что через 5-10 лет будет другой вирус ковида. То есть другой коронавирус, может быть, не будет называться ковид. Вакцинироваться надо по-любому. Вы понимаете, вакцинация у нас единственное адекватное средство профилактики вирусных инфекций, борьбы с ними. Вакцинация настолько оказалась демонизирована в течение многих лет, что обывателю в самом хорошем смысле трудно сформировать иммунный щит от нападок носителей домыслов и мифов. Это все-таки идеология, за ними стоит идеология, поэтому они такие эмоционально заряженные. Поэтому у них есть, с их точки зрения, определенная миссия. Миссия, которая, если судить по их высказываниям и публикациям в интернете, миссия открыть людям глаза на правду. В данном случае правду, связанную со здоровьем, раз это врачи. Они считают, что все, что происходит в научном сообществе, это неправда. Что за наукой, за министерствами здравоохранения, за Всемирной организацией здравоохранения стоят темные силы. Перевертыш сознания уже происходит. Естественные для человека опасения и страхи стали главным козырем для тех, кто пытается вернуть общество к средневековому сознанию, где царят чудовища и мракобесие. Татьяна Тимошенко, Андрей Мохов, 7 дней. Все выпуски программы «7 дней» смотрите на YouTube-канале ТНВ.